На тот момент меня ничего не насторожило. Вежливый, убедительный голос в трубке и несколько вопросов о банковских операциях. Моя коллега Елена Веселова рассказывает. Представились сотрудниками банка и сообщили, что кто-то пытается перевести деньги. Она говорит, что у вас есть счет в банке, что у вас есть 2 карты. Помимо этого, она спрашивает, какие еще у вас есть карты, якобы для того, чтобы понять, откуда прошла утечка информации. Вот я даже работая на телекомпании столько лет, я была готова рассказать все о себе. Как говорят правоохранители, с развитием интернет-технологий появляются все новые методы мошенничества. Звонок от лжепредставителей банка самый популярный. С начала года больше 1500 краж со счетов. Как отмечают, активность аферистов вызвана ошибками и небрежностью банковских и кредитных организаций. Есть факты восстановления абонентских номеров, ранее подключенных к банковским картам, и подключения доступа к услуге интернет-банкинга. Изготовление двойников станций сотовой связи на базе обычного Моторолы с последующим перехватом персональных данных абонентов сотовой связи, в том числе банковских карт. Используя уязвимости программного обеспечения моментальных переводов. Если потерять деньги из-за аферистов легко, то вот поймать их куда сложнее. Раскрыть удается лишь каждый 10-й случай. Всего с начала года произошло больше 2000 афер. К слову, за весь прошлый год их было 4000. Напомню, что проинформировать население о новых видах обмана поручил Рустам Минниханов на субботнем совещании. Самое большое мошенничество это идет вот как раз под предлогом предотвращения санкционного доступа. Это где-то 32-33%. Образуется где-то какой-то колл-центр. Как правило, это он делается за границей, не в нашей стране. То есть есть умные ребята, которые пользуются так называемой IP-телефонией. Как рассказали на брифинге, каждую неделю из-за невнимательности жителей похищается до 50 миллионов рублей. Уловки разные. Среди самых популярных это рассылка лжесообщений и звонки от имени банка, предложение покупки в интернет-магазине. Не брезгуют мошенники и игрой на чувствах татарстанцев, звоня и говоря, что родственник оказался в беде. Способов обмана все больше, а мошенники действуют все хитрее. Попадались ли в их сети татарстанцы? Мы спросили у них. Однажды что-то меня спрашивали там про какой-то счет на каком-то банке. Но я что-то какой-то вопрос дополнительный спросил, и они сами отстали. Соседку нашу, 80-летнюю старушку, пытались уговорить там, на какие-то там очистительные приборы. Ну, тут вовремя мой сын подоспел и как бы объяснил ей, что не стоит этого делать. Слышали со стороны, что кому-то приходит, а нам ничего не приходило. Быть бдительнее – вот главный совет правоохранителей. Прежде чем совершать денежные манипуляции или сообщать кому-либо информацию, все стоит перепроверить. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.